Участница Великой Отечественной войны Александра Ильинична Гусева уже 4 месяца вынуждена жить в Ленском доме престарелых. Дело в том, что в ее квартире еще зимой произошел пожар. Когда власти выделят жилье фронтовику, узнала корреспондент телерадиокомпании «Алмазный край» Наталья Беспалова. Инвалидная коляска и маленькая комнатка на троих – это то, на что сейчас может рассчитывать ветеран Великой Отечественной войны Александра Ильинична Гусева. Уже 4 месяца бабушка живет в доме престарелых. Вот в этом 16-квартирном доме в микрорайоне Разведчик проживала ветеран Великой Отечественной войны Александра Ильинична Гусева вместе со своей племянницей. Но 12 января этого года здесь произошел пожар. Выгорело 8 квартир, в том числе и та, в которой жила Александра Гусева. Во время пожара бабу Сашу выводили из квартиры в халате. Побыстрее, чтоб не задохнулась. Отправили к знакомым. Оттуда через несколько дней племянница определила бабушку в дом престарелых. Больше некуда. Ее саму приютила троюродная сестра. Она воевала 3 года, с 42 по 45, всегда на передовой. Была оружейницей в штурмовой авиации, обслуживала самолеты. Наравне с мужчинами таскала тяжелые бомбы. На самом деле, после пожара Александра Ильинична стала чувствовать себя хуже. Плохо ходит, одышка замучила. А власти города до сих пор не решили, сносить или восстанавливать дом, в котором произошел пожар. Но бабе Саше с каждым днем все труднее ждать. Баба Саша, вы хотите, чтобы вам квартиру дали? Обязательно хотела бы, конечно. Хотела бы с ней вместе, но в своей квартире. Накануне Дня Победы глава города Александр Харунов сообщил, временное жилье для ветерана войны нашли. Мы нашли двухкомнатную квартиру в микрорайоне Алроса. Там нам необходимо сейчас быстро сделать ремонт. Но постараемся это сделать как можно быстрее, учитывая то, что хотелось бы, конечно, сделать подарок ко Дню Победы. Но если у нас это получится, мы это обязательно сделаем. Параллельно власти города отрабатывают вопрос с Министерством труда и занятости о выделении ветерану войны субсидий на квартиру из федерального бюджета.